Преобразование графиков. Рассмотрим первый пример. Параллельный перенос вдоль оси ординат. Так, рассмотрим линейную функцию YKX плюс B. K – это угловой коэффициент тангенс альфа. Допустим, возьмем мы такую функцию, изобразим, которая будет выглядеть 2, 3, x. В этом случае 2 делен на 3 – это есть угловой коэффициент. И значит, в этом случае мы берем 2 клеточки, откладываем по оси y и 3 клеточки по оси x. И вот здесь у нас будет точка, через которую проходит этот график, и нулевая начало координат тоже является точкой, принадлежащей этому графику. Ее подпишем. Y равен 2/3 x. И нам нужно его, допустим, перенести и изобразить, добавить сюда плюс 3. В этом случае у нас график поднимется вверх по оси ординат на 3 значения. На 3, то есть 3, 4, 5. И будет проходить через вот такие точки. Это новый получившийся график 2/3 x плюс 3. Если мы напишем теперь другой график, его опустим вниз по оси ординат 2/3 x, допустим, минус 2, то, следовательно, опустим, соответственно, и график пройдет вот таким образом. 2/3 x минус 2. Получается, что если k положительный, то график поднимается вверх, если отрицательный, то вниз. Вверх и вниз. Так же, как и значение на оси ординат. Теперь рассмотрим другой пример. Допустим, нарисуем график минус 1/4 x. Значение отрицательное. График проходит одна клеточка по оси ординат, 4 по оси абсцисс и в отрицательную сторону. Так. Здесь следующее значение. Вот оно. Вот так. Это y равен минус 1/4 x. Подвинем его наверх. На 4 значения. И так будет выглядеть 4x плюс 4. Либо вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Допустим, до минус 5. 4 клеточки в сторону по оси x и 1 клеточка вниз. И мы получили график минус 1/4 x минус 5. Вот так очень легко переносится по оси ординат. Так, рассмотрим на примере параболы по оси ординат. Так, параболу нарисуем.
при значении 2, при значении 3, 2, 4, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И зеркально в другую сторону. Упс. Так. Это y равен x квадрат. Допустим, мы нарисуем еще график x квадрат плюс 1 и график x квадрат минус 2. То есть x у нас имеет значение 1 в квадрате плюс 1 равен значению 2. При значении x 2 мы получаем y равным 5. Вот 5. При значении равным x 3 мы получаем значение 10. Это y x квадрат плюс 1. Если мы опустим функцию вниз, то x равен 2, 4, минус 2, 2, 3, 9, минус 2, 7, 5, 6, 7. Вот они у меня сливаются. Опять же, при коэффициенте плюс поднимаем вверх функцию, при коэффициенте с отрицательным значением опускается вниз по оси ординат. Ну, еще приведем пример синусоида. Как равен синус x. Перенесем ее на 3 значения вверх. Y равен синус x плюс 3. Параллельный перенос вдоль оси абсцисс. Начертим вот такой график под корнем. Это измененный, а изначальный корень из x. Так, при x равен единице, y также равен единице. При x равен 4 равен 2, y при x равен 9, y равен 3. Степенная функция x степени минус 1/2. И теперь чертим измененную функцию с переносом. Если у нас x равен 0, тогда x равен 0, y равен 1. X равен 3, y равен 2. X равен 8, берем удобное значение, y равен 3. Так, и здесь место пересечения минус 1 плюс 1 будет 0, корень из 0 0.
плюс 1 нарисован график. Значит, если нам надо передвинуть, если у нас коэффициент имеет положительное значение, то происходит сдвиг в левую сторону. Теперь на примере синусоиды. Играем синус х. Два π полный период, полпериода π. И, допустим, нам надо начертить график y равен синус x минус π на 2. Точнее, в этом случае мы получим сдвиг. И сдвигаемся мы в правую сторону. То есть, если у нас коэффициент, который добавился к x, если он отрицательный, мы имеем сдвиг в правую сторону. Растяжение вдоль оси OY с коэффициентом k. Рассмотрим параболу 4, 9, y равен x в квадрате. И, допустим, мы хотим получить функцию 2х квадрат, а потом мы ее перевернем и получим минус 2х квадрат. Так, если вот эту функцию первую, x равен нулю, y равен также нулю, x равен 1, y равен 2. X равен 2, 4 умножить на 2, 8. Вот такая растянутая функция 2х квадрат. Если мы здесь коэффициент ставим минус 2, отрицательное значение, то все значения y становятся отрицательными. 2, 4, 6, 8. И это график минус 2х в квадрате. Когда коэффициент больше единицы, модуль коэффициента больше единицы, мы имеем растяжение. И рассмотрим на примере синусоиды. Так, мы сейчас начертим график с коэффициентом 1/3 и еще один график с коэффициентом 3 синус х. В случае, когда коэффициент 1/3, то амплитуда делится на 3. И рисуется сжатая функция. Если коэффициент равен 3, то мы наоборот 3 раза увеличим амплитуду. Вот такая красота. 3 синус х. Так, здесь опять же, если коэффициент больше единицы, мы имеем растяжение. А коэффициент меньше единицы, тоже возьмем модуль, мы имеем сжатие. Вот красная функция у нас сплющилась.
растяжение вдоль оси ОХ с коэффициентом К. Так, нарисуем график косинуса на 6 клеточек. Играем косинус х. И сейчас увеличим в 2 раза частоту. Так, тут еще надо удлинить, чтобы... Вот так. Чуть-чуть вот тут у меня пошел сдвиг. Так, это у нас график косинус 2х. Ну-ка посмотрим. Если мы смотрим, вот одна волна и еще одна волна. Либо вот так. Раз, два. Две волны уложилось у нас косинуса. Сколько уложилось за это время волны новой функции изображенной? Раз, два, три, 4. То есть в 2 раза больше частота увеличилась. В данном случае коэффициент больше единицы. И мы получили сжатие по оси ОХ. Изобразим синус в другом масштабе чуть-чуть. Раз волна, два, три. 3 волны. Y равен синус х. И, допустим, мы хотим нарисовать такую функцию. Синус 1/3 х. В этом случае мы получим вот такую растянутую функцию. И коэффициент у нас меньше единицы, модуль коэффициента. В связи с этим мы получили растяжение по оси ОХ.